Здравствуйте, в эфире программа «Интервью», и сегодня в студии Осетия ТВ художественный руководитель Русского академического театра имени Вахтангова Владимир Уваров. Владимир Иванович, здравствуйте. Здравствуйте, Ян. Ну что ж, вот на этих выходных стартует уже театральный сезон в Северной Осетии, и как идет подготовка, все ли готово? Ой, Ян, все не может быть готово, обязательно, нам кажется, что все готово. Но искусство – это такой же живой процесс, что в последний момент окажется, что не хватило еще, может быть, 5 минут. Как всегда бывает. Вот сколько не выпускается спектакль, все равно хочется еще минут 5-10. Вот еще продолжить, еще дать время для того, чтобы что-то устоялось. Еще раз прогнать, еще ну, раз не знаю, прогнать, продумать, проверить, не знаю. Нам кажется, что все готово. Во всяком случае, сегодня у нас уже была вот сдача спектакля, которым мы открываем новый сезон. Восторженно совершенно принял зритель. Нам кажется, что мы подготовились достойно. Ну что ж, театральный сезон в Русском театре начинается с постановки «Похороните меня за плинтусом». Известная книга, уже вышел фильм, и ставил этот спектакль Марк Розовский. Вот как он сейчас готов, да? Ну и, собственно, подробности о спектакле, что он из себя представляет. Ну, спектакль готов. Вот у нас сегодня была сдача, и еще вторая будет сдача, потому что у нас два состава практически. У нас два мальчика, два главных героя, два Санаевых, можно сказать, потому что это прообраз народного артиста СССР Всеволода Санаева, написан Павлом Санаевым, повесть написана внуком Всеволода Санаева. Две мамы, это Елена Яковлева, которые вот в кино известны, Елена Санаева, дочь Санаева. Вот. Поэтому у нас практически так получилось, что два состава. У нас дедушки – это Поляков и Вершинин. Вот. Сам непосредственно мальчик – это Алан Салаев и Никита Верзилин. Мамы – это Эля Захарова и Ишкова Геля. Вот. Два состава практически. Ну вот вы говорите, что ребят, по сути, играют актеры, они не совсем мальчики, да, не все совсем маленькие. Нет, они не мальчики, это наши замечательные актеры, можно сказать, уже ведущие. Это прием театральный, это театральный прием. Выходит актер и говорит, начинается так спектакль. Вы знаете, я очень люблю кино. В кино мою роль играет мальчик, естественно. А здесь я буду играть роль там 8-летнего мальчика. И начинаешь верить с самого начала, и начинаешь эти предлагаемые обстоятельства, в них входишь и начинаешь эту условность принимать как реальность. И ты настолько заражаешься этим, что уже ты не замечаешь, что это не мальчик. Притом и один, и второй играют настолько искренне, настолько восторженно, настолько трепетно, что равнодушных в зале нет. Я влюблен в этот спектакль, я влюблен в эту вещь. Я влюблен в Марка Розовского, в Павла Санаева, в его повесть, из которой Марк Розовский сделал пьесу, потому что это инсценировка Марка Розовского. Это замечательная вещь, я уже смотрел, наверное, раз 10 на репетициях. И я не устаю смотреть, и мне очень нравится, и меня это трогает. Вот я даже, знаете, вот сейчас немножко нахожусь в таком, ну как сказать, состоянии не совсем в эмоционально приподнятом, хоть телевидение всегда, так сказать, будоражит, потому что я под впечатлением только что состоявшейся сдачи, я человек сентиментальный, я не мог, у меня все равно слезы. Наташа Илпатова блистательно совершенно играет. Там один монолог, надо просто приходить и слушать, смотреть хотя бы ее финальный монолог. Замечательно, просто замечательно. Ну, а Розовский – это Розовский. Розовский – это сверхимя, это событие не только для приезд Розовского и постановка его в нашем театре. Это событие на весь, не только на Северный Кавказ, это событие в культурной жизни России, в театральной. Когда мы сейчас были на фестивале в Махачкале, и мы говорим, у нас ставят Розовский. Розовский, ничего себе. Ну, очень многие удивляются, как вам удалось, да? Как вам удалось его пригласить? Ян, если эта тема интересна, я могу рассказать. Конечно. Значит, мы несколько лет, ну, точнее, уже 10 лет, мы совместно с Московским ТЮЗом и с Банком Москвы мы делаем такую очень мощную, очень нужную, очень важную программу. Проект. Вот, не люблю я это слово проект. Ну, бог с ним, пусть он звучит. У нас такой происходит проект.
Вначале он назывался «По психологической реабилитации детей Беслана». Потом, когда прошло время, мы не стали уже педалировать так активно эту тему по психологической реабилитации, ну, давить с еще каким-то вот настроением таким тяжким. Мы немножко облегчили название, и мы назвали это «Театр детям Беслана». И в рамках этой программы, которую мы придумали совместно с Сан Санычем, Калягиным, с председателем Союза театральных деятелей России, с Тюзом с Московским, с директором Марком Литваковым, мы с ним большие друзья. И вот мы такое задумали, придумали. Ну а Банк Москвы нас финансово поддержал, потому что проект довольно затратный, потому что, в принципе, надо прилететь, привезти декорацию, все на очень большом серьезе. Вот мы в течение многих лет вот такую программу делали. В рамках этой программы к нам приезжали потрясающие коллективы. Трижды приезжал Московский ТЮЗ, приезжал театр Станиславского Немировича Данченко, приезжали датчане, Корона ля Баланс, приезжали лицедеи, приезжал Самарт, замечательный самарский театр, приезжал Екатеринбургский ТЮЗ. Кто еще? Калягин привозил свой коллектив, замечательный театр ЦТРА приезжал. Гоша Куценко приезжал, вот мы с ним были в первой школе в Беслане. Вот. Денис Мацуев приезжал по этой программе. И вот, когда приехал замечательный театр у Никитских ворот в рамках этой программы, мы познакомились и сблизились здесь с Марком Розовским. И он был настолько влюблен в Осетию, настолько был влюблен в город, в людей, в наше гостеприимство, в которое невозможно не влюбиться. Вот. Все москвичи, которые к нам приезжают, они умоляют еще здесь побыть. Говорят, ну дайте нам еще хоть пару дней, мы бесплатно будем играть, настолько им нравится наша толерантность, наше гостеприимство, наше умение принимать гостей, наше умение быть людьми, чего сегодня очень мало в Москве. Знаете, как есть у Карцева Ильченко, когда он рассказывает зарисовки о городе, и когда он бежит по городу и говорит: граждане, а люди пробегают мимо, граждане, люди пробегают мимо, и он кричит: граждане, а он хочет спросить, где находится улица, кто остановится, рубль дам. Вот это Москва, бегом, бегом, не замечая людей. А у нас все-таки все по-другому, у нас по-доброму, по-человечному. И когда Марк Григорьевич это все увидел, ему очень все это понравилось. Он познакомился с нашим театром, с нашими актерами. На него неизгладимое впечатление произвела встреча с Мамсором, с Таймуразом Замбековичем. Неизгладимое впечатление. Почему? Потому что они поспорили с Розовским. Он говорит, в «Бедной Лизе», которую привозил Марк Розовский со своим театром Никитских ворот, вот эта фраза. А Розовский, который ставил «Бедную Лизу» раз 30, начиная с первой постановки в БДТ у Ставстаногова, говорит: Таймураз Замбекович, нет в «Бедной Лизе» у Карамзина такой фразы. А Мамсоров ему говорит: есть. Он говорит: нет. А потом он прочитал, подходит ко мне и говорит: ты знаешь, гигант Мамсоров. Есть гигант. эта фраза, да? Он меня победил. Я думал, что я Карамзина знаю наизусть. А оказывается, эта фраза есть. И вот под все эти факторы сложились воедино. И мы с ним как-то так завели разговор. Я говорю: а что бы, если поставить у нас что-нибудь? И мы выбрали «Похороните меня за плинтусом». Почему именно этот спектакль? Ну, я вообще люблю мелодраму. Это мой любимый жанр. Да вообще он в народе любим. Он такой, знаете, честный очень материал. Очень такой пронзительный, очень искренний, очень эмоциональный. Там есть где посмеяться, и там есть где поплакать. Я очень люблю, когда очень честно, очень как-то вот, ну, на разрыв. И мне кажется, это вот именно такой материал, очень порядочный, очень честный, очень пронзительный, очень современный. Очень современный. Потому что сегодня, как никогда, стоит очень острая проблема семьи. Вот у нас замечательный спектакль «Последние» Горького,
который ставил тоже очень интересный режиссер Модест Абрамов, который у нас уже поставил не один спектакль. Это друг нашего театра, и мой личный друг из Минска. И вот он поставил «Последнее Горького». То есть тоже тема семьи, тема распада, тема взаимоотношений, тема неумения сегодня сохранить семейные нормальные ценности, нормальные какие-то вот семейные отношения, те, которые должны быть в нормальной семье. Плюс она интересна еще и большому кругу зрителей, наверное, еще потому, что она биографична. Она имеет, так сказать, действительно историю. Это действующие лица, да, сегодня все те, кто, как говорится, прообразы, да не прообразы, а образы. Санаев написал эту повесть о своем дедушке, о знаменитом Всеволоде Санаеве, народном артисте СССР, о своей маме Елене Санаевой, актрисе известной, о Ролане Быковой, которого семья Санаевых, дедушка и бабушка ненавидели и не принимали. Я помню замечательный совершенно фильм американский «Крамер против Крамера», когда ребенок стоит, и у меня перед глазами кадр, когда мальчик стоит между папой и мамой, он стоит посередине, и он не знает, куда побежать. А мама и папа безумно его любят, но не понимают, что они еще вот своим отношением, тем, что вот они вот в разводе, тем, что они в раздрызге, они убивают этого мальчика. Они же не могут его распилить напополам. И вот он стоит, мечется между мамой и папой. Та же самая ситуация происходит здесь. Здесь мальчика залюбили до смерти. Его залюбили. Его очень любит мама, его очень любит бабушка, его очень любит дедушка. И вот своей любовью патологической они уничтожают этого ребенка. Потрясающая тема, потрясающая. Я еще раз говорю, я влюблен в этот материал. Приходите. И то, что сегодня театр взял это произведение в свой репертуар, я считаю, что это очень нужно и очень, очень сегодня своевременно. Но я думаю, приглашать людей, по сути, сейчас нужды особой нет, потому что уже 2 недели назад билетов не было. Билетов нет, да, я этому рад. Билетов нет. А это вот каждый год так бывает, да? Вот премьера сезона и аншлаг? Нет, премьеры у нас, как правило, всегда аншлаг. Как правило, всегда аншлаг. Потому что у нас люди любят премьеры, ждут премьеры. Вообще у нас театр любит наш зритель. Я вот, знаете, к нам приезжал Ульяновский театр недавно на гастроли. Я вышел на сцену, и я сказал, если бы, они благодарили зрителя, все, театр, который их очень хорошо принял. Я сказал, знаете, если бы меня спросили, где ты хочешь гастролировать, я бы сказал, во Владикавказе. Потому что у нас совершенно уникальный, замечательный зритель. Зрители нас любят, наш театр. Премьеры у нас всегда идут при аншлагах, билетов всегда нет. Я очень надеюсь, что на этот спектакль и долго-долго не будет билетов. Во всяком случае, я верю в это. А что касается Розовского, я счастлив, что он приехал. Открою вам маленький секрет. Мы вчера с ним разговаривали, и я замыслил еще один его приезд. Я очень хочу, чтобы он поставил еще один спектакль, как минимум один. Совершенно потрясающая пьеса, моя любимая, одна из самых замечательных пьес зарубежной современной драматургии. А название? Коммерческая тайна. Пока да. Пусть приедет тогда. Но это в этом же сезоне? Нет, на следующий год. А что касается этого сезона, что еще ждет, может, новенького наших зрителей? Новенького нас ждет новогодняя сказка, как правило, которую мы всегда делаем новую. У нас в репертуаре очень много сказок, порядка, наверное, 20 названий. И все равно каждый год нашим зрителям маленьким мы на Новый год даем новое название, новую сказку. Вот в этом году будет новая сказка «Морозко». Начиная с 20 декабря мы начинаем нашу новогоднюю эпопею. Правда, где будем играть, пока еще не знаю. Потому что сбылась моя мечта, за что я очень благодарен
Хабаловой Фатиме Сосланбековне, министру культуры, и руководству республики в лице, конечно, Теймураза Замбековича Мамсурова, то, что сегодня мы наконец-то начнем частичный такой ремонт сцены, именно сцены. Мы будем менять планшет сцены и круг, потому что круг – это необходимость, а он у нас уже немножечко оспа. Ну, в общем, не буду я вам забивать голову всякими техническими подробностями. Главное, что необходимость пришла, и это надо делать, это обязательно. Ну вот, сейчас же какая система? Торги должны пройти. Я думаю, если все получится с Божьей помощью и с помощью Министерства финансов, которое нас профинансирует вовремя, будем надеяться, что это вот через месяца-полтора мы начнем такой ремонт, который я очень надеюсь закончить месяца за полтора, за два, потому что понятие плана никто у меня не отменял, мне все равно надо план, тем более, что на следующий год у меня очень большие планы, не у меня, а у театра. То есть договоренность обменных гастролей с Владимиром, есть договоренность постановки Абрамовым, могу назвать уже, потому что даже роли распределены, замечательные пьесы. «Лев зимой», фильм был потрясающий, вы знаете этот фильм. Вот. То есть такая костюмная вещь, Генрих IV, вот эти времена, Ричард «Львиное сердце». Ну, то есть это изумительный материал совершенно. Потом дальше надеюсь на приезд Марка Розовского. Ну и, наконец, я очень надеюсь на то, что я разговаривал недавно по телефону с Кроком, с Кириллом Игоревичем, это генеральный директор театра Вахтангова Московского. И наши зрители вполне возможно увидят замечательный театр Вахтангова на двух площадках, на сцене Русского театра и Остинского театра. Вероятнее всего, вот туда осенью мы ждем в гости театра Вахтангова. Ну, задумки самые интересные. С потрясающими спектаклями, с «Маскарадом», с Евгением Онегиным, с дядей Ваней, из которого они получили золотую баску, с замечательными актерами театра Вахтангова, которые сегодня звучат. Сегодня театр Вахтангова один из самых посещаемых и любимых не только москвичами. У нас еще этот сезон не начался, а мы уже ждем следующего. Такие задумки, такие интересные. А что касается, вот вы затронули тему гастролей, да, в этом году наш театр, он путешествовал сразу в нескольких регионах, выступал с гастролями, участвовал в фестивалях. Вот подробнее можно? Ну, гастролей нет. Мы в этом году на гастроли не ездили, на гастроли мы надеемся поехать на следующий год. А вот фестивали, да, мы приняли участие в двух фестивалях. Один из них во Владимире, фестиваль фестивалей. Очень сложный фестиваль в плане того, что попасть туда было безмерно трудно. Он и называется, видите, как фестиваль фестивалей. 20 с лишним коллективов. Достаточно сказать, что были представлены в фестивальной афише были представлены 3 московских театра, 2 питерских театра. Притом сегодня один из таких вот пытающихся ворваться, занять свое прочное место в театральном пространстве России. Театр, губернский театр, только что созданный, который возглавил Сергей Безруков. Вот они были. Вот. Потом театры питерские на Литейном. Ну, такие серьезные были представители. Волковский, Ярославский. Очень мощный был по составу фестиваля. И он и назывался-то не случайно фестиваль фестивалей. То есть там уже были представлены театры, которые где-то когда-то на каких-то фестивалях уже как-то прозвучали. Мы получили очень хорошую критику, очень хорошую. Мне даже стыдно. Мы последнее Горького играли. Мне даже неудобно говорить, какие слова они говорили в адрес лично даже мой. Вот я играл, главную роль играл Коломийцева. Мне даже неловко говорить. Опять же, после передачи расскажу. Вот. Ну, замечательно. И сейчас мы были в Махачкале, уже традиционно нас туда приглашают, как титульный театр, без которого они не могут. Мы не могли поехать туда, потому что у нас Розовский выпускает сейчас премьеру, и я отбивался. Я говорю, мы не можем поехать. Ну, пожалуйста, ну как без вас? Вы считаетесь титульный, лучший театр на Северном Кавказе. Вот как это без вас? Ну, вот мы поехали.
Ну вот, собственно говоря, вот эти два фестиваля. Ну, да, нормально, все хорошо. Главный успех, знаете, Ян, я вам так скажу. Даже дело не в том, какую ты там грамоту получил, какое место. Это ерунда. Фестиваль – это необходимость, равно как и гастроли, для того, чтобы себя понять, себя оценить глазами другого зрителя. Другого менталитета, другой культуры, другого восприятия зрительского. Это очень нужно. Вот я, например, для себя называю это аудит. Своеобразный аудит, аудиторская проверка. Потому что одно дело здесь, а другое дело, когда ты выезжаешь, и когда вот мы играли последний, и когда зал стоял и нас не отпускал, и когда Женя Симонова, председатель, она была жюри, ну, известная вам по фильмам «Афоня», «Обыкновенное чудо», замечательная актриса Женя Симонова. Мы с ней учились вместе. Но не потому, что мы с ней хорошо знакомы, она мне показывала вот так. И говорила, как вокруг все сидели и в финале рыдали. И как хорошо сказала Женя Симонова, когда, говорит, я сыграла «Чайку», только ленивый меня не пнул. Не сказал, как я отвратительно играю. А самый главный критик – это зритель. Вот зритель принимает восторженно. И что там напишут? Мне, например, наплевать глубоко. Для меня главное – это видеть слезы, видеть эмоции. И самое главное, что должно быть – это вольтова дуга между зрительным залом и сценой. Вот если она есть между сценой и зрителями, между зрителями и сценой, значит успех. Если этого нет, хоть как пышься, хоть какой ты народный, разнородный, ни хрена не получится. Вот такая история. Владимир Иванович, вот в этом году, да даже не в этом году, вот последнее время, наверное, стало модно ходить в театр, и в том числе молодежь, она потянулась. Вот как вы думаете, с чем это может быть сейчас связано? Наверное, в людях проснулась потребность увидеть вот живое, вот, сострадать, сопереживать, сочувствовать. Потому что театр – это и сострадание, и сочувствие. И когда рождается на твоих глазах произведение, и рождается оно не только актерами, но и зрителем, вот, наверное, поэтому народ и потянулся в театр. Потому что когда вы смотрите кино, вы ведь не помогаете тому или иному фильму быть хуже и лучше. А когда вы приходите в театр, и когда актеры, они же не сумасшедшие, они же видят вашу реакцию. И когда они видят реакцию, это невольно актера тоже как-то вот подвигает к тому, чтобы он лучше, ярче, эмоциональней, что ли, открывался. Это, как говорится, совместное произведение. Совместное произведение. Да. И очень мне понравился образ театра, который нарисовал Гоша Куценко. Он сказал, для меня театр. Почему я играю больше в кино для денег. А театр это театр. Я, говорит, очень люблю театр. Я кино не люблю. Потому что иной раз что-то хорошее сделаешь на экране, а оно не попадает в фильм. Или наоборот, недоволен собой, а режиссер берет и, монтируя этот кадр, появляется на экране. А театр – это живое, это настоящее. Почему потянулись? Вот как он говорит, для меня это театр, знаете, как вот гонщик, который идет по одной трассе, и он абсолютно знает маршрут. Знает, где кочка, где выбоина, где яма, где лежачий полицейский, да? И все равно он не пройдет эту дистанцию 2 раза с одинаковой скоростью, с одинаковыми эмоциями и с одинаковыми чувствами. Вот так и спектакль. Это живое, это настоящее. Поэтому народ и идет в театр. Ну, театр это живой, поэтому, да, его народ и любит. А я думаю, эта премьера, да и любая другая постановка Русского театра, она обязательно пройдет при полном зале. И с полной самоотдачей актера в этом мы ни капли не сомневаемся. Мы желаем вам удачи со стартом сезона. Думаю,
пройдет на ура. И спасибо вам за интересную беседу. Мы и сами появимся в театре в ближайшее время. Спасибо. А нашим зрителям я напоминаю, что сегодня в студии Осетия ТВ был художественный руководитель Русского академического театра имени Вахтангова Владимир Уваров. С вами мы увидимся ровно через неделю, в следующий понедельник. Всего доброго, до встречи.